В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу самые заметные события к этому часу. Сегодня бойцы 22-го добровольческого отряда «Ботур» отправились в зону проведения СВО. Расскажем о том, какую боевую подготовку они прошли. В Алекминске прошел семинар по написанию социальных проектов. Участие приняли порядка 30 человек. Некоторые проекты уже готовы к участию в конкурсе. В Амге прошел первый улусный конкурс игры на хомусе. Прошли мастер-классы, выставка и продажа хомусов от местных мастеров. В Тампонском районе открыли ледовую переправу Хандыга-Мегина-Алдан. Разрешено движение транспорта весом до 4 тонн. Всего на сегодня в Якутии работают 19 ледовых переправ. В МЧС напоминают, пользуйтесь только оборудованными переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. За несоблюдение предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей. Сегодня бойцы 22-го добровольческого отряда «Ботур» отправились в зону проведения СВО. Больше месяца они проходили специальную подготовку в центре «Ботур», где с ними занимались специалисты, имеющие большой опыт. На проводах бойцов побывали и мои коллеги. С первых дней начала специальной военной операции якутские добровольцы отправляются на фронт. Для лучшей подготовки будущих бойцов в столице был создан центр «Ботур», где опытные инструкторы тренируют новобранцев, обучая их азам тактики ведения боя и тактической медицины. Обучение было тяжело, конечно. Руки, ноги болели. После этого все нормально стало. Через 3 дня нормально стало. Уже через неделю, через 2 уже хорошо стало. Уже подготавливался, уже все знаешь и так далее. Все было отлично. Инструкторам главное спасибо, что нас подготовили хорошо. В добровольцы записываются и молодые парни, и зрелые мужчины. У каждого своя мотивация, но всех их объединяет одно – чувство патриотизма, долга и желание помочь тем, кто сейчас находится на передовой. Я стал добровольцем, потому что понимаю то, что мобилизованные люди, которые воюют там по несколько лет, они устают просто, чтобы прийти к ним на замену, помочь им, стать рядом с ними, чтобы они могли вернуться домой, отдохнуть. Кто если не мы, да, допустим. То есть каждого же не будут мобилизовать, поэтому есть добровольческие отряды. Якутские «Ботуры» всегда на хорошем счету у командования и руководства новых территорий. Благодаря своей подготовке, дисциплине и боевому слаживанию, которого они добились благодаря занятиям в тренировочном центре. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Усть-Алданский улус славится 9 героями, из которых 4 в военном ремесле, остальные за трудовые доблести. Так, в День Героев Отечества по всем наслегам района ежегодно проводится мероприятие. В этот раз оно началось с возложения цветов у памятника героев. Далее торжественная церемония награждения за активную позицию и выдающиеся успехи. Нововведением в этом году стала номинация имени Алексея Неустроева, которая предназначена волонтерам СВО. В этом году мы номинацию вручили нашему волонтеру, работающему в Москве, Алексеевой Марии Алексеевне. Она помогает нашим ребятам, там заботу проявляет и находится в Москве непосредственно по всем этим, предоставляет помощь нашим ребятам. В селе Хампа в здании врачебной амбулатории торжественно открыт филиал первичного сосудистого отделения Вилюйской ЦРБ имени Петрова. Здесь предусмотрены 4 койки для реабилитации больных в постинсультном состоянии, ветеранов и участников СВО. Медучреждение предлагает комплексную реабилитацию. Программа восстановления сопоставляется индивидуально. Лечащий врач, учитывая тяжесть состояния больного, подбирает методики, благодаря которым можно восстановить утраченные функции. Восстановительный филиал восстановительного отделения при Хампинской больнице в 2019 году, к сожалению, она подпала под оптимизацию, но при этом мы, введя в новые национальные проекты по оснащению первичных сосудистых отделений, мы имеем возможность здесь сегодня открыть реабилитационное и восстановительное отделение для больных, которые связаны с инсультами, с инфарктами. Будем работать еще с нашими бойцами СВО, будем работать над общим восстановлением наших больных, которые попадают под данные программы.
Верхневилюйский центр детского творчества «Тускул» и движение «Самого» активно проводит акцию помощи участникам СВО. В ноябре и декабре идет сбор окопных свеч, писем поддержки солдатам из самых разных оберегов. Изготовление от всего сердца школьниками района. Волонтерский пункт работает ежедневно. Также центр «Тускул» провел среди учащихся конкурс КВН. Участвовали 10 команд из разных наслегов. Молодые и веселые соревновались в оригинальном приветствии, биатлоне и STEM. В этот день мы хотим вам пожелать большого счастья и успехов. Мы активные и позитивные дети из детского движения «Только». Приехали участвовать в лустном конкурсе «Саха КВН». Мы участвуем не в первый раз, но все равно очень волнуемся. Ведь все команды очень активные, креативные и позитивные. Желаем им успехов! В Якутске стартовал главный профессиональный конкурс педагогов «Учитель года». В этом году участвуют 35 учителей, прошедшие отбор на улусном этапе. Наряду с опытными выступают молодые специалисты. В течение 5 дней им предстоит выполнить 6 конкурсных заданий. Одно из важных испытаний – это проведение качественного открытого урока. Также жюри, в состав которого вошли федеральные эксперты, будут оценивать мастер-классы. Имя победителя будет известно в конце недели. Учитель, занявший первое место, далее имеет возможность участвовать в российском конкурсе. В республиканском конкурсе «Учитель года», который мы проводим 33 раз, конечно, в этом году участвуют 35 участников со всех уголков нашей республики. И ежегодно мы отбираем экспертов Министерства образования и науки и совместно с Институтом развития образования и повышения квалификации отбираем экспертов. А сегодня у нас наших конкурсантов будут оценивать свыше 40 экспертов. Столетний юбилей отметила Нюрбачанская средняя агропрофилированная школа Нюрбинского района. Школа с этого года носит имя известного ученого-краеведа Михаила Иванова Багдарына Сюльбе. Ежегодно дети показывают отличные результаты в конкурсах и мероприятиях по направлению сельского хозяйства. Содержат коз, лошадей, а также выращивают овощи. В день празднования столетнего юбилея состоялось открытие памятного стенда, сделанного силами работников школы. У нас и открытие памятника, и классные часы, посвященные именно юбилею школы. И состоялось торжественное открытие кабинета якутского языка и литературы, которое носит имя Варвары Григорьевны Прокопьевой. В Алекминске прошел семинар по написанию социальных проектов. Условно представлены 3 тематики. Участие в семинаре приняли порядка 30 человек. 7 проектов практически готовы к подаче на конкурс президентского фонда инициатив. Есть люди, для которых придумать что-то новое и интересное не проблема, а вот оформить идею в проект сложно. Пришли школьники Алекминского района, добровольческие организации, некоммерческие организации, школы. И для того, чтобы научиться подавать на грантовые конкурсы свои идеи, задумки, поэтому они оформляют сейчас на данной стадии проект. У каждого из присутствующих своя цель. Группа школьников задалась глобальным вопросом, как решить вопрос с безнадзорными животными. Мы волонтеры, нам это нужно всякие проблемы решать, помогать людям нужно, обществу помогать, городу нашему помогать. А как ты думаешь, получится у вас? Есть шанс? Сама тематика какая? У нас тематика это... проблема сама в чем заключается? В том, что у нас по городу ходит огромное количество бездомных животных. Не менее достойная идея еще одной группы учащихся – организовать в своей школе пространство для начальных классов. Схематично нарисовали то, что нам нужно, то, что нужно детям. У нас есть своя комната, но она для старших классов, а нам нужно еще для младших классов. Потому что младшеклассники, они бегают на переменах, им заняться-то особо нечем. И там будут игры всякие, настольные. И мы сейчас научились писать проект, законспектировали и думаем, и хотим принять участие в грантовых проектах, реально хотим принять участие и улучшить свою школу дальше. Кто-то уже точно знает, чего хочет и как это сделать. Создание аллеи памяти участников боевых действий в микрорайоне техникума. Там сейчас
построились новые дома. Два крупных таких учебных учреждения, это как наш техникум и 4-я школа, рядом детский сад «Аленка». В принципе, такой хороший развивающийся теперь получается жилой микрорайон. Любой из представленных здесь проектов можно доработать и подать на защиту. Хорошо обоснованный проект обычно поддерживают грантом, а это значит идеи стать реальностью. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Амге прошел первый улусный конкурс игры на хамусе. Участвовали около 100 талантливых исполнителей, которые представили свое мастерство и разнообразие музыкальных традиций. Конкурс прошел по 2 возрастным категориям. Участники играли на хамусе в сольном и групповом исполнении. Также была организована выставка продажи хамусов местных мастеров и выставка музея и Центра хамусов народов мира. Работники музея и Центра хамусов мира организовали мастер-классы по традиционным приемам игры на инструменте. Детей и взрослых достаточное количество участников было. Пришли практически со всех населенных пунктов Амгинского улуса. И всем желаю, чтобы они не бросали играть на хамусе, дальше развивали свой талант в направлении именно составления композиции. Они как мастерство игры хорошее, но вот именно в составлении композиции есть чуть-чуть какие-то недоработки. Именно в этом направлении желаю, чтобы они доработали. 90 Деда Морозов и Снегурочек со всей России устроили массовый хоровод на Ярославском вокзале в Москве. Новогодние сказочные персонажи стали послами гостеприимства, амбассадорами своих регионов на флешмобе «Новогодняя столица России-2025». В этом году новогодней столицей России стал город Киров. Среди приглашенных Дедов Морозов есть и якутский повелитель холода Чисхан и российская Снегурочка из Костромы. Послы гостеприимства отправились в Киров в 2 специальных брендированных вагонов. Там в эти дни стартовал всероссийский фестиваль елок. Мы сегодня встретились все Деды Морозы, Снегурочки. Отправляемся в город Киров, новогоднюю столицу России. Там у каждого региона будет своя елочка, мы будем украшать. Потом будет самый большой хоровод в России. Может, войдем в книгу рекордов Гиннеса как самый большой новогодний хоровод. На этот час это все актуальные события. Еще больше новостей смотрите на телеканале Якутия-24 в 20 часов. До встречи в эфире.